Итак, смотрите, вот каким образом расположила все наши лекала. Вот смотрите, вот у нас спинка, перед, это полоска для капюшона. И она будет вкраиваться одна штука, одна деталь. Это у нас полностью сложенная ткань, поэтому все будет детали по 2 раза. Это у нас спинка, сгиб у нас, перед, это капюшон и рукава. А вот это вот именно полоска для капюшона, она выкраивается только одна штука. Вначале раскраиваем наш флис, подкладочную, слаживаем вдвое и таким образом начинаем раскрой. Потом ее слаживаем на курточную ткань, тоже вдвое сложенную, и поверх него начинаем кроить именно курточной ткани. Выкроила основную курточную ткань. Вот у нас она. Так, чуть-чуть побольше. Ну вот тут где-то 5 миллиметров получилось. Вот смотрите. Вот так чуть побольше надо кроить, потому что флис у нас будет внутри, а курточная ткань снаружи. Теперь мне предстоит... кстати, когда выкраиваете, да, можно, чтобы они не двигались. Вот именно когда вот выкраиваем, они все сложены вдвое, поэтому, чтобы они не двигались, ставить сюда утяжелитель. Итак, у нас тут получилось очень много деталей. 4 рукава, 4 капюшона. И вот задняя сторона, полоска капюшона, 2, тут 4 тоже переда и 2 спинки. Теперь мне предстоит спереди тут сделать карманы. Карманы я решила тоже сделать из курточной ткани с подкладом из флиса. Так, еще один момент. Тут у нас в флисе есть изнаночная и лицевая сторона. Тут у меня один совет. Надо сделать наметку с изнаночной стороны, чтобы не перепутать, что это изнанка или сторона. Я обычно делаю вот так. Намечаю мелком крестики. Это означает, что сторона у нас изнаночная. Такая. Вот так всех намечаю. Кстати, у меня карман будет накладной. Простенький накладной карман. Она будет спереди у нас. Так, все отложили. Спереди обычный накладной карман. Карман лицевой стороны будет курточный, а внутри у нее будет флис. Итак, глубина кармана у нас будет 17 сантиметров, поэтому квадратик, ну не квадратик, а вот так, 19 сантиметров должна была выкроить эта сторона, а эта сторона у нас 18. Ширина кармана будет 16. Это я убавляю на швы. Швы, припуски на швы у меня будут по 1 сантиметру. Вначале мы должны соединить. Так, вот это у нас лицевая, вот это изнаночная. Вот так, прямо лицевые стороны вместе вот так ложим. Прикрепляем все булавкой, чтобы они не двигались. И начинаем соединять вот так, таким образом. Вот эта часть остается несоединенной, потому что мы ее будем выворачивать. Потом поверх него шить кашкарсе. Кашкарсе у меня черная. Тоже я купила в магазине Ажура. Вот такое кашкарсе будет именно вот здесь, где рукава, вдоль этого, вдоль капюшонов. И на рукаве будет именно резинка из кашкарсе. В данный момент у меня черная. У меня... Смотрите, кашкарсе для манжет. Это манжеты будут у нас. Примерно вот так. Мы ее должны вот так соединить между собой. Тогда она получится вот такой манжетик из кашкарсе. Это примерно где-то... ну, вот эта длина, я думаю, 17, и по ширине кашкарсе получается 18. А теперь вот я выкроила полоску. Это будет у нас накладной карман, и поверх него я хочу пришить тоже кашкарсе. В этом случае я вот показываю, как ее ровно не надо кроить, ровно как вот здесь. Вот это именно часть верхняя кармана. Кашкарсе ровно не кроить, ее надо кроить чуть-чуть на 2 или на 3 сантиметра меньше кармана, потому что мы ее будем тянуть. Вот примерно вот так. Вот тут отрезаем. Это первое у нас. Так. И также измеряем столько же и отрезаем. И это будет у нас верхняя часть нашего накладного кармана. А вот это у нас манжетка. И у меня вот осталось вот столько, ровно хватит. Я тоже отсюда выкрою вот такой же ширины. А у нас ширина тут 5 сантиметров. Тоже полоску 5 сантиметров. Вот она сложена вдвое. И я ее пришью именно где у нас будут края капюшонов.
Вот тут тоже надо выкроить. Примерно где-то, это будет побольше вот эта длина. Тут у нас длина 33, так 66 сантиметров длина. Но мы вот эту вначале выкроим, потом уменьшим длину. Края капюшонов будут обработаны именно кашкарсе. Вот у нас края капюшонов будут вот так по круговой обработаны. Сейчас приступаю шить уже. Самое первое, что начало шитья, я обычно шью, и все швеи, наверное, шьют, начинают с деталей. Так что я начинаю с карманов. Погнали. Вот у нас карман. Тут должно быть открыто. Мы пошиваем, соединяем их. Вот так. Припуск шов 1 сантиметр. Вот, соединили карман. Вот у нас вот таким образом вот пришили. Убираем вот эти наши булавочки. И вот, смотрите, отрезаем уголки, чтобы они комфортно при выворачивании. Тут у нас появился уголочек аккуратненький. Выворачиваем. Помогаем руками. Вот так у нас получилось. Вот. Вот так делаем чуточку. И вот у нас карман получился. Теперь мы должны вот эту нашу верхнюю часть обработать кашкарсе. Вот такой у нас карман. Вот, смотрите, кашкарсе тоже есть изнаночная и лицевая сторона. Как ее определить? Надо чуть-чуть немножко вытянуть кашкарсе и посмотреть наличие с изнаночной стороны видны нитки резинки. Вот, допустим, вот здесь у нас я вижу, что есть нитки резиночки, мелкие ниточки. Это и является нашей изнанкой, изнаночной стороной именно в кашкарсе. А вот эта часть у нас лицевая. Так что мы тут делаем наметку тоже, чтобы не перепутать. Так, вот смотрите, кашкарсе мы ложим с лицевой стороны, с курточной стороны. Припускной шов мы оставляем тут примерно сантиметр или 5 миллиметров. И начинаем вот тут. Вот смотрите, оставляем тут сантиметров, чтобы делать сгиб аккуратный. И начинаем чуть-чуть тянем. И с этой стороны тоже оставляем сантиметр. Потом мы должны ее соединить вот так. Потом делаем сгиб. Вот это все аккуратненько ложим, сгибаем вот так. И еще один шов прострачиваем вот таким образом вот здесь. Она получается как бы очень, тут очень плотная, поэтому вот так вот должно у нас получиться закрытие. А с этой стороны вот тут у нас лежит прямо, будет лежать прямо, потому что если мы ее будем сгибать, то она будет слишком плотная. И потом курточки пришивать у нас не получится. Но ничего страшного, если тут кашкарсе сама по себе, она вот не сыпается. И поэтому ничего страшного. Так, смотрите, вот с лицевой стороны вы прошили примерно сантиметр где-то припуск шов. У нас полоска кашкарсе пришита с передней стороны. Теперь мы ее вот так должны завернуть, вот эту часть, и тоже прошить. Вначале вот эти стороны мы должны аккуратненько сложить. Сейчас покажу. Вот так. И тут поверх тоже. Вот тут поверх сейчас мы прострачиваем поверх. И смотрим, чтобы вот это у нас задняя часть тоже прихватывала. Примерно вот так у нас. Так, тут у нас вначале очень плотно, поэтому осторожненько начинаем шить. У меня машинка Аврора. И так шьем чуть-чуть, потом делаем заднюю закрепку. Видите, она очень трудно подается. Так медленно начинаем шить. Вот таким образом. Ой, мальчики.
Вот так у нас получилось. Вот и готов карман. Так, как пришить манжету, сделать из кашкарсе либо рибаны манжетки. Так, вот мы отрезали вот такой вот кусок кашкарсе. Теперь ее вот так смотрим. Именно лицевая сторона должна быть без ниток резинки. С нитками резинки это у нас изнаночная сторона. Лицевой стороной вот так ложим. Так, сложили вот так. Потом еще раз вот сравняем срезы и еще раз ложим. Теперь вот так сгибаем и прошиваем одним швом на расстоянии где-то примерно 1 сантиметр от среза. Начинаем шить. Закрепляем и просто выворачиваем ее вот так. И у нас получается вот такая аккуратненькая манжетка. Смотрите. Вот так можно очень легко сделать манжетку из рибаны или кашкарсе. Вот так карманы готовы. И расположение карманов будет у меня вот такое. Чуть-чуть. Не вот так прямо, а вот так чуть-чуть, чтобы удобно было залезть в карманы или что-нибудь туда положить. Вот так, в смысле. А расстояние можно расположить где, ну, в комфортном месте. Вот у меня, допустим, вот это комфортное место. Это у нас где-то снизу вот так у меня 14 сантиметров, самый пик. И вот здесь мы оставляем на шов где-то 1 сантиметр, на припуск шов. И вот тут у нас зазор остается. Не прямо вот здесь, где припуск, а вот где-то примерно на 2,5 сантиметра. Расстояние должно быть чуть дальше припуска на швы. Теперь я вот тут прикалываю всей булавкой, чтобы оно не двигалось. И начинаю прошивать, налаживать строчку на расстоянии 5 миллиметров, соединить с основой наш накладной карман. Начинаю отсюда, делаю тут очень много закрепок, чтобы оно не порвалось потом. Ага, еще дополнительно вручную тоже закрепку сделаю. Вот 5 миллиметров. Так идем, вот так идем и вот так идем. Тут тоже делаем много закрепок. Ну, немного, а 2-3 раза пройтись закрепкой. Тут у нас очень плотно, поэтому мы будем шить очень осторожно, чтобы у меня машинка пока вот дома такая стоит, поэтому буду вот так слаживать в него, где лапки, что-нибудь, чтобы оно лапка была чуть повыше. Вот, самая главная деталь, самое первое, что мы шили, это карман. Вот у нас накладной карман, пришить сюда. И вот тут чуточку видны, вот флис у нас камуфляжный. Ничего страшного, он даже смотрится даже хорошо. Как будто тут у нас есть кант, смотрится дико. И вот тут внутри у нас вот такая вот тоже флис, очень мягкая, комфортная. Если даже ребенок забудет, допустим, перчатки, варежки, он может сюда засунуть руки, и тут тепло, потому что тут есть флис. Теперь нам предстоит соединить вначале плечевые, потом боковушки, а потом соединяем вот эти у нас рукава соединяем вместе, вот соединяем рукава, вот срезу рукавов, потом таким же образом соединяем внутреннюю часть из флиса, наш подклад. И давайте приступим. Итак, мы соединили плечевые швы. Вот у нас плечо соединено, спинка спереди. Вот эти у нас боковые швы. И соединили рукава. Таким же образом соединили внутреннюю часть флис, подкладку нашу. Рукава тоже соединили, все соединили. Но еще один момент тут есть. Так, дети зачастую балуются, прыгают, бегают. И может так случиться, что в большинстве случаев, если шов только одинарный, случается так, что нитка идет по швам, ну, рвется по швам. И чтобы этого не было, я буду шить. Мой сын очень-очень сильно бегает, прыгает, балуется, поэтому мне надо укрепить эти швы, не ограничиться только одним швом, поэтому я тут настрачиваю, именно делаю шов настрочным швом. Это типа, как бы сказать, укрепляющий шов. И мы именно вот так на одно ребро так закидываем наши срезы и начинаем строчку примерно 5 сантиметров с лицевой стороны вот так
еще раз один шов делаем. И тут самое главное, чтобы эти два у нас срезы были в одно ребро. Вот так. И именно мы соединяем вот эти части, все три, как бы сказать, по всему срезу. Вот. Плечевых, боковых. Так делаем. А вот здесь, вот, допустим, где рукава, не обязательно делать такой шов. А в подкладе тоже таким же образом. Подклад тоже может рваться по швам, поэтому тоже так же делаем ее таким же, вот именно настрочным швом. Настрачиваем тоже с этой лицевой стороны. Ну, давайте сделаем этот шов. Так, в основном, вот у нас сторона спинки, это перед. В основном в ребро закидываем вот в сторону спинки. Так, закидываем и начинаем шить. Делаем в конце закрутку. Примерно 5 миллиметров, отходя от вот этого. Вот так шьем по боковым, по плечевым, по всем срезам. Вот, все, я закончила шить вот этот наш укрепляющий страшной шов. Смотрите, как оно выглядит. Это боковушка, а вот это у нас плечевая сторона. И таким же образом, вот, смотрите, где подклад, тоже вот прострочено закрепляющий шов. Теперь мы должны соединить рукава. Вот смотрите, рукава у нас по выкройке вот такие. Это у нас с углубленным. Это у нас передняя часть, а это задняя спинная часть оката рукава. Мы ее сейчас наизнанку, на лицевую сторону, наоборот, заворачиваем. Вот здесь они должны пришиться, соединиться, то есть. Так, самое у нас, вот смотрите, середина верхней части я наметила вот такой насечкой. И начинаем вот прикреплять булавкой, где плечевая сторона, вот, и вот середина нашей верхней части. Прямо вот этот шов и является серединой плеча, и сюда булавкой накалываем нашу середину рукава. И таким же образом прикалываем по боковым частям и остальное по кругу. Вот таким вот образом по круговой соединили булавками срезы оката рукава и наш рукав. Вот таким образом мы должны сейчас проложить швы на расстоянии. Припуск на шов тоже даем 1 сантиметр, начиная с бокового среза, начинаем отсюда с внутренней стороны пролаживать нашу строчку. Чик-чик-чик-чик по круговой, и вот здесь заканчиваем и закрепляем. И таким же образом мы шьем другую сторону рукава, и таким же образом мы соединяем наш подклад. Тоже таким же образом по круговой. Все. Вначале прикалываем все это булавкой. Вначале, то есть, находим середину. Середину как найти? Вот так слаживаем наш рукав. И вот здесь делаем насечку. И вот эта насечка у нас будет именно верхняя часть середины рукава, где прикрепляется с плечом. И таким же образом вот здесь боковушки соединяем. И потом по круговой также соединяем все подклад, куртку и начинаем шить. Соединять наши срезы рукава и окат рукава. Так, мы соединили рукава. Вот у нас так получилось. И теперь тоже так же, как и по боковушкам и по плечам, мы сделали вот такой у нас настрочной шов. Такой же настрочной шов мы проделываем вот здесь вокруг оката рукава. Именно с этой, со стороны вот спинки и переда. Вот здесь должен быть у нас шов. Срезы должны глядеть тоже в сторону основы. Вот таким образом. Вот таким образом они должны лежать, когда мы будем делать швы. А вот здесь, именно вот где у нас кривая, здесь мы чуточку делаем надрезы, чтобы оно легло ровно и не вытягивало. Вот тут чик-чик-чик делаем надрезы. Потом уже начинаем с лицевой стороны шить. Прямо вот отсюда, с лицевой стороны, начинаем отсюда и пролаживаем шов по кругу. Все, закончила настрачивание рукава. У меня вот так получилось. Примерно где-то 5 миллиметров отступаю от линии шва. Вот так получилось. И вот еще соединила тоже таким же образом рукава. Рукава не будем настрачивать, потому что они будут внутри. И настрочили только вот эти боковые части. А соединение рукава поверх не будем настрачивать. Но я не буду настрачивать. Вот такие у нас две основные детали уже по отдельности соединены. Теперь предстоит нам изготовить отдельно капюшон. Смотрите, весь капюшон состоит из 6 частей.
обе стороны капюшона, и это середина. Мы должны соединить все это по отдельности. Вот это курточная сторона лицевая и наш подклад из флиса. По отдельности все соединяем. Примерно где-то тоже соединяем 1 сантиметр припуск на шов. Берем вот так и прямо вот отсюда начинаем и вот так соединяем с той стороны вот эту линию среза. Для начала линии среза прикалываем булавками. Вот таким образом. Вот таким вот образом. И начинаем строчить. И таким же образом подклад флисовый. Вот, все, мы соединили. Вот так у нас все получилось. Это у нас лицевая. И вот у нас вот так получилось флис подкладочная. Теперь мы опять же шьем настрочным швом. Вот смотрите, вот здесь тоже подгибаем вот сюда, в эту сторону, весь двойной срез. Вот так. И таким образом настрачиваем поверх лицевой стороны, где-то на 5 миллиметров тоже отступая от линии шва. Вот так. И с этой стороны у нас подкладочную нашу флисовую тоже настрачиваем таким же образом, только вовнутрь. Вот это у нас срезы вдвоем должны лежать вовнутрь. Тогда, вот, допустим, подкладочная вовнутрь, а лицевая у нас курточная вот так снаружи. Тогда получается не таким уж плотным и аккуратно будет ложиться в капюшоне все швы. Смотрите, настрочили. Вот у нас так получилось. Очень аккуратно, 5 миллиметров. С внешней стороны и с внутренней стороны такую же точку сделали на подкладе. Теперь мы должны вот эти части наших капюшонов соединить с основами. Вот с этой основой и с подкладом. Для этого нужно вначале нам найти тут у нас в самом вот так двое сложить и найти вот тут середину, насечку сделать, и тут тоже найти середину, насечку сделать. И начинаем булавкой прикалывать по всему вот этому срезу. Вот так мы должны соединить. Так, начиная вот отсюда и до сюда, спереди вот у нас перед, и вот эта середина переда срез, начинаем вот таким образом соединять, прикалывать булавками именно наш капюшон. И вот тут есть одно но. Вот, смотрите, вот здесь ровно делаем с этой стороны тоже ровно делаем. А вот тут мы находим середину. А вот тут, смотрите, размер именно капюшона чуть-чуть побольше, чем размер среза горловины. Мы в этом случае должны сместить, сделать маленькие складочки и сместить тут по горловине наш капюшон. Чуть-чуть будут складочки. Ничего страшного, такое, ну, ничего страшного, а так должно быть, потому что капюшон будет чуть-чуть объемнее, чем вся эта горловина, и поэтому смещение делаем именно вот где вот эта полоска наша идет, чуть-чуть смещаем, потом чуть-чуть смещаем где-то на уровне плеча, вот плеч вот здесь. Вот так и соединила с булавками. И при шитье, при строчке соединения, вот тут именно где сторона капюшона делаем складочки. Смещаем все это дело. Особенное смещение будет сзади. Вот таким образом соединяем нашу основу, потом таким же образом соединяем между собой детали капюшона с деталью подклада флис. Так, смотрите, мы соединили капюшон с основой, и тут мы чуть-чуть сместили, поэтому тут чуть-чуть у нас складки, в этой стороне тоже чуть-чуть складки, и практически не видны. Вот тут тоже чуть-чуть одна складочка. А вот именно когда соединяем флис тянется, поэтому тут практически складки нету. Мы именно что тянем в сторону основу, чтобы она соответствовала по размеру капюшона. Вот так получилось у нас. Теперь мы их вдеваем, вот этот наш флис, во внутреннюю часть нашей куртки одеваем. Надеваем. Так, теперь мы вот на основу приделываем. Когда где? На основу уголок Пришиваем, да? Нет, не пришиваем, уголки. Часть.
Колумбия. Турция не говорим. Есть? Все. Так, все, подкладываю уже вовнутрь. Вот так. Уктут тикал. Подклад мы уже вот вовнутрь сделали, вовнутрь посунули. И теперь нам предстоит шить молнию. Молнию я выбрала такую серую. Она курточная именно молния. Молния, она не из железа, а пластмассовая. Так, мы начинаем ее, вначале шьем на основу, на курточную ткань с обеих сторон. Потом уже отдельно шьем молнию. Потом, когда соединяем с курточным, уже соединяем подкладочную часть вместе. Для начала сверху и снизу ровно-ровно, вот ровно расстояние вот молнии вот от низа вот столько, и этой стороны тоже столько. Начинаем прокалывать булавки по срезу, вот так, вот смотрите. Прокалываем булавку с этой стороны и с той стороны, чтобы было ровно, и прошиваем. Прошиваем именно где-то на 5 миллиметров, ну, по ширине нашей лапки. Так, обычно думают, что тут нужна специальная лапка для прошивания молний, но я скажу, что для прошивания курточных молний обычная лапка подходит. А вот именно специальная лапка, которая продается, они подходят именно для прошивания потайной лапки или брючной лапки. А вот эта курточная молния, она довольно-таки широкая, поэтому обычная лапка вот такого размера подходит. И ровно именно по этой линии лапка идет. И вот так происходит шов. Так, делаем прикрепку вначале обязательно и начинаем шить. Соединять срез наш передний с молнией. Так можно сразу удалять или можно не удалять. В самом конце делаем очень хорошую закрепочки, несколько раз прямо. Одна сторона молнии сверху вниз шьем, а другую сторону снизу вверх шьем. А когда мы шьем, вот это у нас должна быть наверху, и потом, когда дойдем до сюда, мы ее наоборот, лапку должны... Шьем. Так, приподнимаем лапку, вот так, и вот этот наш, это как назывался-то? Да, бегунок отпускаем наоборот вниз. Так, бегунок как-то вот так отпускаем вниз, где мы уже прошили, и начинаем дальше шить. Так, ну-ка. Вот мы соединили две молнии с обеих сторон на основную курточную ткань. Сейчас мы должны ее соединить с подкладом. Все вместе. Для этого вот лицевая часть подклада и лицевая часть. Мы ее вот так берем и таким образом накрываем. И опять же также булавкой прикрепляем. Начиная с этого конца. Вот так и до сюда. Все вместе с молнией и вместе с основной тканью. Булавкой прикрепляем все. Ту сторону и эту сторону. Потом также обычной лапкой шьем. Соединяем все эти детали. Тогда у нас молния полностью соединится с курткой. Так, вот таким образом вот мы прикрепили сюда к основе подклад флисовый и прикрепили ее вот булавками. И вот смотрите, снизу должно оставаться 1,5 или 2 сантиметра. Но я думала, останется 2, а тут что-то я неправильно скроила. Хотела, чтобы было 1,5 или 2, а тут 1 сантиметр получился. Ну, молния чуть-чуть по длине оказалась из-за этого. Вот тут должна вот достать подклад флисовый должен быть чуть поменьше на 2 или на 2,5 сантиметра от именно основной курточной ткани, чтобы потом сюда вот на курточную ткань мы пришиваем кант или тесьму и с внешней стороны сгибаем ее
чтобы был комфортный сгиб без очень утяжеления. Мы ее сделали чуть покороче. Теперь нам предстоит соединить подкладочную молнию. Молния уже соединена к основе, и к ней мы должны соединить вот уже прикрепленные булавками срезы подклада. Приступаем. Вот мы соединили, пришили вот наши срезы передние. Теперь мы ее вот так выворачиваем. Рукава вдеваем в рукава. Вот так. И все у нас молния пришита. Теперь предстоит еще одна задача. Чтобы молния комфортно лежала, мы должны сделать еще одну строчку, но только чуть-чуть вот так. Тут уже вот в таком виде. Сейчас она вот такая, молния вот видна же, да, часть. Можно вот так и оставить, но это некрасиво смотрится. Поэтому мы ее чуть-чуть вовнутрь выталкиваем. И вот строчка должна пройти у нас на расстоянии 5 миллиметров от линии вот молнии. Вот вовнутрь. Вот таким образом мы также булавкой прикалываем, чтобы она не двигалась. Вот так, допустим. Вот так по порядку идем. Всю поверхность нашей молнии прикалываем булавкой отсюда и вот эту сторону тоже. И тоже делаем шов. Настрачиваем, то есть это называется настрочной шов. И вот одновременно эту сторону флиса тоже так же. И курточную сторону тоже так же. Ой, куда она? Вот, смотрите, настрочила вот поверх, на расстоянии 5 миллиметров. И все у нас. Молния пришита, готова. Вот у нее такой общий вид. Она прямо до вот капюшона. Теперь нам предстоит закрыть капюшон кашкарсе. Именно сейчас я покажу, как ее обрабатывать. Будем закрывать ее черные кашкарсе, которые мы вот тут делали окантовку. И пришьем еще. Осталось нам шить вот здесь на манжету и обработать низ изделия. Низ изделия — это самая последняя операция. Так, сейчас мы обработаем края капюшона в кашкарсе. Кашкарсе у нас лежит вот. Мы должны выкроить из кашкарсе полоску шириной 5 сантиметров и длина должна быть так вот. Кашкарсе, она, как мы знаем, это резинка, она со стрейчем затягивается, поэтому мы берем от общей длины, вычитаем 8 сантиметров и столько же кашкарсе должны выкроить полоску. Полоска у меня будет 50 сантиметров, потому что общая длина вот краев капюшона у меня 58. Из 58 вычитаю 8 сантиметров, и получается 50 сантиметров общая длина кашкарсе, которая будет пришиваться вот сюда. И ширина кашкарсе, как я и сказала, 5 сантиметров. Теперь приступаем, вырезаем отсюда эти значения, и я покажу, как ее обрабатывать. Вот наша полоска готова, и мы должны вот тут все распределить, эту нашу полоску. С краев тоже, на краю тоже оставляем тут где-то 1,5 сантиметра, 1 или 1,5 сантиметра вот из нашего кашкарсе. И начинаем по всей длине распределять, закалывать булавкой всю нашу кашкарсе и прихватывая две стороны нашего капюшона. Так. Мы ее чуть-чуть вытягиваем, чтобы она ровно ложилась по всей поверхности. Кашкарсе растягивается, она легко растягивается по всей поверхности. Вот, смотрите. Не забываем, что у кашкарсе есть изнаночная и лицевая сторона. Изнаночная сторона у нее там видны именно нитки
резины, а на лицевой стороне ниток не видно. Вот. С внутренней стороны соединяем. Вот так. Сейчас пролаживаем шов припуском на шов 1 сантиметр. Все это вместе соединяем. Все. Так, вот, смотрите, соединили. И теперь мы должны вот это вот так сделать аккуратненько. Сгиб и закрыть этот срез именно вот изгибая кашкарсе. Так. Тоже с помощью булавки все это делаем. Булавкой все это дело мы срез вот так вот закрываем и прикрепляем. Теперь начинаем с этой части, пролаживаем шов с краю примерно на 2-3 миллиметра. С этого с краю соединяем кашкарсе с общей деталью. Вот как у нас все получилось. Прошили кашкарсе. И вот так аккуратненько у нас получился закрыть наш капюшон. Теперь приступаем к шитью манжет. Манжеты у нас тоже из кашкарсе, мы ее уже шили. Вот они у нас. Мы должны вначале соединить с курточной тканью, потом соединить с подкладочной флисовой тканью. Для этого мы обратно разворачиваем наши куртки. Вот так. Просовываем сюда наши кашкарсе. И мы должны растянуть наши кашкарсе по всей окружности наших манжет. И сделать шов. Припуском на шов 1 сантиметр. Вот, буквально закрепляю 2 булавками. Вот у нас должно получиться вот так. Растягиваем кашкарсе. Вот мы соединили кашкарсе с основой, с курточной тканью. Теперь нам предстоит соединить ее с подкладом, с флисом. Для этого вот берем вот так. И смотрите, вот это наша другая часть с флисом. Ее переворачиваем. И вот таким образом пришиваем вместе по кругу. Для этого нужно тоже вначале вот так приколоть булавкой по обе стороны. Вот так. 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 И проложить шов тоже ровно такой же, как вот здесь, который мы делали ранее. Так, обе стороны соединены. Внутри тут у нас есть кашкарсе. Теперь обратно разворачиваем лицевую сторону. Накроемся, разворачиваем. Все. Вот так у нас получилось. Вот так. Пришито кашкарсе. Теперь нам предстоит самое последнее соединение. Это обработка низа изделия. Для обработки низа я оставила тут слишком мало этой ткани нашей основной. Поэтому я решила пришить сюда тесьму. Тесьму пришиваю вот здесь, к основной ткани. Потом ее сгибаю и буду закрывать всю куртку вот поверх этого флиса. Вот смотрите, основной ткани, курточной ткани я пришила тесьму, чуть-чуть выступающая тесьма. И теперь я буду вот эту закрывать. Начало и конец надо вот так сгибать. Тут оставить чуточку тесьму для сгибания, чтобы оно аккуратно смотрелось. Вот так. И начинаем прикреплять булавкой к подкладу. Вот так. Все, весь низ. Делаем сгиб. Прикрепляем булавкой таким же образом по всему низу. Потом после этого настрачиваем ее примерно где-то вот с изнаночной стороны, вот поверх именно тесьмы. Все, низ изделия мы пришили. Это последняя операция. И вот смотрите, как у нас красиво получилось. Можно двойной изгиб сделать, можно косую бейку использовать, и можно использовать обычную тесьму какую-нибудь, которая подходит так же, как и сделала вот я. Сначала вот пришила тесьму, потом сгиб и еще один шов. Вот так красиво у нас получилось. Куртка закончена. Ура! Вот. Все.